В Совете Федерации постоянно проходят дни регионов страны. Представители субъектов встречаются с сенаторами и принимают участие в работе комитетов Верхней Палаты парламента, где есть возможность обсудить важные для отдельно взятого региона вопросы. Подробности нынешних дней у наших корреспондентов. В рамках Дней Мурманской области, который проходит сейчас в Совете Федерации, на расширенном заседании Комитета по социальной политике рассматривался вопрос об особенностях организации медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, входящих в состав арктической зоны. Проблемы, имеющиеся в данной сфере, обозначила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Одной из главных проблем системы здравоохранения Мурманской области является недостаток врачебных кадров. По данным за первый квартал этого года нам требуется 773 врача. Я вышла с инициативой о реализации программы «Арктический доктор», которая была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2 ноября прошлого года. По аналогии с программой «Земский доктор» она направлена на поддержку врачей, которые переезжают работать в арктическую зону Российской Федерации. Было отмечено, что с подобными проблемами в области здравоохранения сталкиваются многие жители северных и арктических регионов. Поэтому Мурманская область выступила с предложением о повышении качества оказания медицинской помощи и о социальной поддержке медработников данных территорий. Далее речь шла о государственных гарантиях. Люди все прекрасно понимают, и сенаторы понимают, а самое главное, Валентина Ивановна ставит вопрос прежде всего о защите регионов по всем позициям, особенно по вопросам социальной политики и вообще ситуации, в которой живут люди, качество жизни, обслуживание их, в том числе медицинское, социальное, любое, жилищное. И каждая территория, она уникальна, и каждая территория требует персонального подхода с учетом местных условий, задач, которые стоят перед территорией. В Якутии это одно, в Мурманске это другое, в Архангельске это третье. В результате обсуждения было рекомендовано все предложения руководства Мурманской области включить в проект итогового постановления Совета Федерации. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва.